Выходной день и глава Башкортостана Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой, на этот раз в одном из дворов Советского района города Уфы. У дома номер 91 по улице Кирова по программе «Башкирские дворики» заканчивается благоустройство территории и реконструкция футбольного поля во дворе 44-й школы. А вот здесь траву сеете, нет? Посеем. Сегодня за субботник был. Сейчас поздравляем, все прошли. И посеем. 3 новых детских площадки. А вот здесь вот что, мягкое покрытие? Мягкое резиновое покрытие будет. Эльвир, здесь почему у нас это немножко поздно, рефери? Потому что мы начали работать здесь только 2 месяца тому назад. Потому что теплотрасса на глубине 6 метров, понимаете, да, теплотрассу еще подвинули. Пока БашРТС не заменил теплотрассу, мы не могли приступить к работе. Поэтому еще не все закончено. Вот. И плитами укрепили, чтобы поставить стояночные парковочные места. И вот там тоже мягкое покрытие, да? Да, все в 3 местах. Везде. Тут не узнать, Ради Фрич, мы же были, тут снег Я был, да. А разметку сделайте потом. Делаем. Здравствуйте. Сейчас вымоем. 95% только сделаем пока. Все доведем и потом разметку все сделаем. Видеокамеры не ставят? Поставили, вот. 6 штук вот сзади. Через подъезд. Вот они. Футболисты, хоккеисты? Футболисты. Они только что сыграли матч был между командами и выиграли оранжевые. Ну нормально вам здесь играть? Да. Они все дворовые здесь с этого дома и учатся в этой школе. Всем ребятам нравится. Ну, здорово. Оно зимой зальете лед, да? Да, обязательно. Да. Поэтому я раздевался. А зимой здесь будете играть, да? Да, конечно. И нравится вам, как вам? Да, нравится. Поле удобное? Да, очень. А вы где живете? В этом доме. В этом доме. А раньше где играли? Раньше мы играли в школе. Там было поле. Там сначала было хорошее, потом его все так вот разбомбили. А теперь здесь? Да, сейчас здесь построили. Поле футбольное тоже там играем. Там тоже играют они. Ну что ж, хороших вам высот. Ага, спасибо. До свидания. Вертушка, молодчик. Парни, а вы тоже знаете, кто это? Это президент Хабиров. Ну, молодцы. Ну, это территория школы. 41-я школа Кировского района, да. Просьба какая. Будете пускать детей? Конечно, мы Надо пускаем пускать, да. всех Пусть- пускаем. Потому что если что-то поломает, мы вам поможем, восстановим. Конечно, Но пусть да. вот все дворы приходят, Конечно. играют. Дети с удовольствием играют, видите, у нас. Конечно, это... Для детей. Ну что, парни, как? Хорошо. Нормально? Лев, это у меня, скажу так, Это. как инвестор в футбольном поле, который помог. Я на этом поле же сам еще играл. Ну да, вы Да, же вот же здесь, да. институт права, мы приходили сюда. Тут было такой бетон вообще, вот Да. кочки, но земля была как бетон. И мы тут царапались, падали. Вот Мы его сняли все. все сняли, да? Все сняли, сделали дренажную систему, Ага. щебенку, крошки и вот эту искусственную траву 4 сантиметра, да, воск? 4 сантиметра. Воск и фарфоровый А, ну то песок. есть тут и нам даже не молодым уже можно играть там. Да, что-то, да. Вообще здорово, здорово. Детишки, со дворов приходят, да? Да. И вы еще, вы как Школа в основном. школа, да? Школа и Занятия, получается да. дома. Ага. Они все, у нас футбольная школа детская, да? Да. И Много народ занимается? Много народу. У нас уроки физкультуры проходят на этом поле, как Вот раз сейчас вы вот можете погода. бегать здесь, вот, Да, получается, бегать ага. можем и игры проводить. В общем, все соревнования проводим. Вообще является центром вот нашего микрорайона. Конечно, все конечно, да. дети, родители, все очень рады. Здорово просто. Да, пограничная. Какая это школа, Ульфат Мансурович? 41-я. Кировского района. Программа после обеда у них внеурочная деятельность. В общем, стараемся, Хорошая занимаемся. история вот получилась, да? Футбольное поле Ладно, ну просто. что, Гордость.
еще установили видеокамеры. Все это видео в онлайн-режиме, как дети тренируются. Вот родители, если приходите, они За все... небольшие деньги. За небольшие деньги, видите, вот такую красоту создали в микрорайоне. И прекрасно детям, взрослым заниматься спортом, активной жизнью. Можно с вами сейчас сфотографировать? Можно. Сейчас. Да, я вот спешу все. Не оторвать сейчас. Спасибо. Пойдемте сфотографируемся с головой. Идемте фотографироваться. Смотри, мама, я просто с мамой заругаю. Саша, сейчас. Ну давай, я тебя здесь сделаю. Вот так. Можно сфотографировать? Да. Все, пошли. Ох, нам мамы потом ремнят дадут. Пойдемте, пойдемте сфотографируемся. Все, ребят, хороших побед. Надо вот здесь, наверное, перила сделать. Да. Ну, люди-то довольны здесь, нет? Люди довольны, Лев, Как люди? Вот. Вообще, просто устали то, что долго работали. Ваша ТС же работал. Да. 2 месяца мы что? Да, 2 месяца. И потом мы зашли. Ага. Но сейчас нормально, да? А сейчас нормально. Ради еще 2 школ такой же спортивных делаем. Ага. Футбольную делаем. Зимой на этом месте мы стояли, смотрели проекты, люди между собой еще там разбирались, что делать, не делать, и вот он результат. Ну, Приятно? он еще не до конца. Мы заехали, посмотреть больше даже ход посадки деревьев. Вот видите, здесь посадили. Но все равно Но есть все, контуры. контуры есть, контуры Ну, хорошие. нравится вам? Нравится. Это то, что вы хотели? Ну, пока нет, но еще будем стремиться. Глава Башкортостана Ради Хабиров едет в микрорайон Сипайлово. Здесь, на улице Набережной, в рамках крупномасштабной акции «Зеленая Башкирия» высаживают деревья. По всей республике акция проходит. Во всей республике акция проходит «Зеленая Башкирия». Знаете, вот, мы первый год это прокачали у нас весной и осенью. Вот задача этой акции, она же еще очень, знаете, такой воспитательный характер имеет. Мало того посадить, но мало того деревья. Но надо еще, чтобы дети вышли, чтобы взрослые, чтобы они сами осознавали, что вот они причастны к этому большому важному событию. Лес у нас страдает, все-таки, и в городах леса мало осталось. Вот много мест, где вообще вот задача сделать, чтобы наши города были очень зелеными, очень зелеными. Они и так довольно зеленые, но вот посмотрите, вот мы идем сейчас вот. Красиво, но вот смотрите, посадили большие деревья, не маленькие. Это весенние деревья. Это весенние, они прижились, да. А вот дальше Да. вот как раз соседние. Это Вот она так и идет, и вот лет через 5, мы же о будущем должны, лет через 5, вот представьте, что каждый будет в 2 раза больше, как минимум. Это уже совсем другая картинка. Кто-то будет гулять здесь по аллее и подумает, вот кто-то же посадил деревья. Да. Подумал о нас, позаботился. Это же вопрос серьезный. Серьезно, да? Вы по-серьезному вообще? Конечно, тут разъяли сажать. Давайте. Что, по-серьезному Вы что-то? уже как специалисты прям. Мы же не молодые, поэтому столько уже посажали деревьев, что и опыт появился. Вот 2 работающих и столько бездельников. У них своя работа, Рафаэль. Я шучу, конечно. У них работа даже более важная, Ну, наверное, эта чем сосна будет особая. Глава Башкортостана и мэр Уфы. Да. И вице-премьер еще. Да. Да. Самый тяжелый сейчас на себя взял держать прям. Идем. О, помощник появился. О. Спасибо. Здесь надо принять решение сразу же
о комплексном благоустройстве вот набережных. То есть в свое время работы были начаты. Сипайло, болезненная тема. Да. Когда-то начинали, но его до конца не довели. Вот нам надо продолжить его. С жителями обсудить надо, что они вообще хотят здесь увидеть. И потом уже принять решение, подкрепить финансами, сделать хороший проект и сделать благоустройство в ближайшие 2-3 года, наверное. И будет тогда в Сипайло порядок. Есть все-таки перспектива в Сипайловской набережной? Так вот поэтому-то, Райфарович, мы и приехали, да, обязательно. Мы даже уверены, не только перспективу, уверены, что мы это сделаем. Так, Сергей Николаевич? Да. Да, поэтому. Мы тоже будем ждать. Спасибо. Вот помощник. Спасибо большое. Сипайловские сосны. Сипайловские сосны, да? А сколько сажаете здесь? 100. Больше 100 получается. Вот туда, да, догоняем? В целом. Смотри, если мы будем делать там, как вот где монумент дружбы, там вот часть дорожная очень широкая, у вас здесь узкая часть. Вы не думали, что нам со временем придется вот ее делать шире? Не, расширять наоборот домам, туда надо. К Домам чуть-чуть. То есть ту часть? Да, ту часть, да, у нас ту здесь сторону. две части. Это дорога, здесь тротуар оставить, а там вот прогулочную здесь зону там оставлять. Здесь тротуар для пробежек, для велодорожек, условно говоря. Потому что вот тротуар уже для вам точно не хватает. Вот это для прогулки. И надо сделать еще одну велосипедную и так далее. Я вот просто к чему? Деревья вы правильно посадили, что не близко будет? Позволяет, да? Ага. Тот существующий, который проект был, он же до конца не реализован. Вот мы сделаем как? Вот, Да, сейчас вот мы поднимаем этот проект и перепроектируем. Я предлагаю, во вторник у нас сейчас пространство. Салтакевич Сергей, вы приходите, давайте обсудим этот проект. Потому что мы ту часть уже заканчиваем. Мы заодно обсудим, вот, что делаем с той частью. Да. Сколько здесь вот населения? 120 тысяч. 120 тысяч. Ну, будет плюс. А то считается, вы считаете вот то к вам? Нет, только вот эта часть. Но это же тоже к вам будет. Тужиловка, да? Ну, я к чему говорю, что вот это набережная, человек на 250 тысяч примерно. Да, так, это да. Ага. С учетом Голумилина 7 микрорайонов, которые практически через возможный пешеходный переход перейдут И оттуда сюда. будут Оттуда бегать, все сюда, да, поэтому они вот точно им далеко туда будет, а сюда сюда будет, будет. поэтому надо сюда вкладываться и так далее. Мы вот в Тужиловке в живем. Тужиловке. Нам вообще нравится. Дети сюда приходят гулять. Спасибо за то, что Но мы в Сипайлово, благоустраиваетесь нашей вот, Сипайлово. тут- Сергей Николаевич тоже огромное у спасибо. него главная Огромное задача, я говорю, спасибо. чтобы пыли не было, грязи не было, а потом мы потихонечку... Улицы чистят каждый день. Да, Мы утром дворы. выезжаем в 7 часов. 10 минут 8 мы едем в садик. Каждое утро идет машина, которая Вот я говорю, очищает мусор, сперва убирают. чтобы мы что-то большое делали, мы сперва должны ямы, мусор убрать, траву постричь, а потом потихонечку, вот и сейчас у нас завтра будет, послезавтра совещание будет, мы примем решение по набережной, это будет вот как продолжение то, и потихонечку начнем. Так что вы потихонечку... Николай стал главой, сразу все изменилось. Вот И мы- вы тоже как пришли к нам, сразу все заметно Заметно меняется. стало. Спасибо вам. Райфарович, вроде уже и выборы прошли. Уже агитация не нужна, с людьми встречаетесь. А это же не агитация, я и во время выборов не ради агитации Ну, встречаюсь. злые языки говорили, Я что должен- до выборов были ну, активны, потом все. Мы не слушаем никогда злых языков. Самое главное, что когда встречаешься с людьми, понимаешь, что нужно делать. Движок такой, да? Да, движок, да. И, во-первых, и когда что-то получается, во-первых, кстати, и не получается движок сильный, когда тебя критикуют люди, это еще более сильный движок, чтобы устранить это. А когда уж какие-то там благодарности говорят, то вообще уже хочется еще больше работать. Ну вот такой работы, как бы в Башкортостане по жалобам жителей, я скажу вам, в Российской Федерации очень мало в регионах проводится. Я это знаю, да, я это знаю, и мы гордимся вообще этим. И более того, что вот мы же с вами вместе и думаем о том, чтобы этот сервис наш еще улучшить, чтобы нам сроки исправления тех проблем, которыми люди обращаются, сокращались, чтобы все-таки нет-нет, мы все равно что-то упускаем и не реагируем на просьбы жителей. Вот это все мы должны настроить эту машину. Ну вот вы от нас требуете комплексности в подходе. Не точечно решать, а комплексно. То есть Конечно. анализировать, понимать, Да, искоренять да, проблему. Да. Да, это должна быть системная работа, большая. Это целая наука. Да. Точно. Потому что, а как можно в ручном режиме решать вопросы 4 миллионов республики?
Здравствуйте. Здравствуйте. Рафилович, мне вот удалось отдохнуть. Вы нас, подчиненных, отпустили. Я вам какая загорела. А вы сами-то в отпуск когда? Ну, посмотрим чуть попозже пока. Не отдыхаете? Не отдыхаю. Надо сейчас запустим ряд проектов и потихонечку, может быть. У меня что ж семья есть. Долг перед ними, в конце Да. концов. Рафилович, а куда мы идем? Мы хотим пляж посмотреть. А здесь он разрешенный? Здесь Да. Здесь купаются, разрешенный пляж. Вот. А вот это пляж, он платный или как? Ну, здесь есть определенная плата за услуги, вот за то, что внутри, а вход вообще... Вход бесплатный, да? Здравствуйте. 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 Ваша территория, да? Да. А что здесь? Здесь пляж организовал. Ага. 15 лет назад. Вышел с предложением в город, так как зон отдыха было в городе практически не было. Вот с нуля создал территорию на сегодняшний день. Людям нравится. Нравится, ходит, да? Ходит. А здесь вот купаться разрешено, показатели воды нормальные, да? Да. Но есть моменты, река, течение. Приходится за сезон несколько раз обследовать, потому что течение приносит сверху всевозможные там, ну, банки, кто-то наверху отдыхает, кинул воду. Приходится это все постоянно убирать, постоянно следить за этим. Вход в воду безопасный, то есть как и для детей, так и для взрослых. Случаи гибели были, нет? Ни разу. А у вас свои спасательные службы здесь есть, да? Спасатели стоят, да, служба безопасности работает. То есть, Обученные спасатели, катера, все есть. да, выставляем. Ну, совместно с городом и с районом работаем. Здесь вы сами ничего не подсыпали, она вот такая, да? Это все природа. Тут песочек такой мелкий, да? Мелкий, да. Постоянно, то есть приводим в ближайшее состояние, постоянно соблюдаем чистоту. Мест, где течение позволяет делать действительно пляжи, их немного. Вопрос заключается в доступе, который, в принципе, решаемый, но и надо будет решать. И самое главное, у нас очень короткий сезон купальный, долгосрочная аренда. Вот сейчас. Долгосрочная аренда. Сейчас резервируем на зиму и содержание содержим, то есть полностью закрыто. Да. Люди уже не ходят, наверное, да? Рафилович, ну у вас и решения быстрые. Вы сразу... Да нет, наоборот, я несколько раз здесь проезжал, все, хотелось мне вот походить, все времени не было. Здесь надо собрать весь бизнес, который есть, и понять, что они хотят. А потом, после этого, когда поймем, что хотят, надо понять, как жители хотят. Потом мы соберемся и будем проектировать вот продолжение этой набережной. Вы имеете в виду бизнесмены, которые ведут деятельность работает, в районе на берегу. Сипайловской Да, набережной? Тут много их. Тут и кафешки, и вот пляж они Прокат. организовали, и прокат, и какие-то спортивные мероприятия. Вот много чего есть. Я туда, если дальше идти. А вот все-таки Сипайловская набережная, неужели есть перспектива ее достроить? Извините за скептический Конечно. вопрос. Тут, знаете, работы хватит еще там на целое поколение руководителей и начальников. Но мы свою долю, свою часть сделаем. Я думаю, что вот эту часть набережной, ну, за период моих полномочий, я полагаю, что мы сделаем. Дай бог.